Здравствуйте! В эфире праздничный выпуск новостей Татарстана. В студии Елена Зинатуллина. И вот о чем мы хотим рассказать вам в этот весенний вечер. Праздничный день и радостные события. Это для меня большой подарок. Для кого 8 марта стало первым в жизни, увидел Дмитрий Аренин. Татарстанская Иваново. К сожалению, много холостых. Как живут в единственном районе республики, в котором мужчин больше, чем женщин, расскажет Рамиль Шайдуллин. Преданность, верность, любовь. Мы приняли сегодня то, что судьбой нам дано. Мы умеем ждать, как никто другой. Как супруги участников СВО поддерживают своих героев и друг друга, расскажет Рамиль Галиулян. Учитель, друг, наставник. 50 лет назад, когда я училась в 1 классе, я решила стать учителем. С заслуженным учителем республики Мариной Варакиной познакомилась Вероника Гайнудинова. Начнем этот выпуск с события, которое отражает всю атмосферу этого весеннего дня. Главные составляющие – музыка, цветы и улыбки. Сегодня в Международный женский день оркестр Росгвардии преподнес дамам музыкальный подарок. Давайте вместе зарядимся хорошим настроением. Очень неожиданно. Первый раз так попали. Поднимает настроение, радует всех, кто пришел сюда. Молодцы большие, что организовали такой концерт. Как раз к началу подошли. Вот вообще все было круто, очень красиво. Биг Матур, Шада. С раннего утра Казань охватил цветочный ажиотаж. Бутики и салоны начали работать уже с 7 утра. Тренд этого года – тюльпаны и мимозы. Традиционно вне конкуренции розы, ирисы и нарциссы. Что касается цвета цветов года, по нашим наблюдениям фавориты розовый и желтый. Какие цветы покупают женам, а какие тещам, увидела Лилия Ибнеева. Охапки цветов и настоящий ажиотаж – знакомая картина в праздничный день. Покорять сердца прекрасных дам мужчины начали с раннего утра. Так повелось. Хотя бы раз в году уделить внимание, которое они достойны. Мужчины дарят, правильно? Дарят цветы. Если не подарить цветы, девушка расстроится. Поэтому надо дарить 8 марта. Ну, самому приятно же, когда подарки даришь. Любимые женщины, они всегда любить надо их. Если их будешь любить, они тебя 3 раза больше будут любить. Каждое 8 марта – настоящее испытание для мужчины. Надо не только определиться с подарком, но и выбрать букет, который придется всем по душе. Белые, розовые и классические красные прилавки буквально пестрят разнообразными букетами. В таком изобилии неизменными фаворитами остаются по-прежнему тюльпаны, вне конкуренции розы. Популярностью пользуются и ирисы, нарциссы и мимозы. На любой вкус и цвет можно собрать и красивые композиции. Супруга любит там какие-то пионовидные, то есть, да, что-то, либо розы, либо в данном случае тюльпаны. Дочки тоже уж маленький такой букетик какой-нибудь симпатичненький выбрали. Но теща уж добротный, как самый любимый. Любимые цветы мамы – это хризантемы. То есть, как бы тут выбор однозначно. Другого варианта никакого нет. Внимание, самое главное, поднимает настроение. О том, что цветы говорят без слов, знают многие мужчины. Однако, вопреки всем мифам о желтом цвете, Борис Красовицкий выбрал именно такие розы. Он считает это символ оптимизма и добра. Желтый цвет – это цвет солнца. Вот, с элементами вот розового, красного. Ну, как бы, любовь, что ли. Светись, дитя мороженое, его бабе цветы. Смотри, не перепутай, Кутузов. Идиот, дитя мороженое. О,
На рынках и цветочных магазинах пик продаж. Большая часть заказов приходится на онлайн-площадке. Однако очереди в магазинах есть. Купить цветы для самых любимых приходят и взрослые, и дети. Смотрю, на столе цветы. Что вы говорите? Интересно, кто бы мог их принести? В основном, как бы по возрасту, это первый критерий. Второй, наверное, по характеру. Каждый, кто приходит, он уже знает, какой это человек. Если это молодая девушка, это нежные цвета. А если женщины, хотят что-то поярче. Тюльпаны от 120 рублей, а готовые цветочные композиции от 1500. В эти дни стоимость увеличивается в разы, говорят специалисты. Однако мужчинам сегодня не до торгов. Быть вместе, быть рядом, домашний уют. Лилия Бнеева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Многие мужчины сегодня ломают голову, что подарить, а многие дарят себя, потому что родились в этот день. Итак, 5 знаменитых мужчин-подарков. Андрей Миронов, выдающийся артист театра и кино, стал настоящим кумиром многих женщин. Сергей Никитин, великолепный музыкант, бард и виртуозный гитарист. Алексей Мишин, знаменитый российский тренер по фигурному катанию, подаривший спорту и нам Алексея Ягудина и Евгения Плющенко. Наш татарстанский Андрей Григорьев, известный медиа-менеджер, создавший эфир и ряд других проектов в СМИ. И один из самых любимых вами ведущих на ТНВ Фанис Камал. А сейчас о том, кто появился на свет 8 марта этого года и кто стал подарком для своих родителей, узнал Дмитрий Аринин. Для Чулпан Мухаммадуллиной ее малыш – главный подарок на этот праздник. Дочку назвали Зилей. Это ее первое 8 марта. Как говорит мама, они чувствуют себя замечательно. Если сравнивать с первыми родами, то эти вторые роды у меня просто прошли замечательно, отлично. Это для меня большой подарок. Подарок от Всевышнего. Зиля весит 3 килограмма, рост 50 сантиметров. Дома ее ждут 3-летняя сестренка Амила и папа. Он уже поздравил супругу по телефону. Как дела у вас? У нас все хорошо. Когда уже выписка? Надеюсь, скоро. Поздравляю вас с праздником. Спасибо. С Международным днем женщин. Дважды папа Фаниль Мухаммадуллин теперь дома будет как в настоящем цветнике. Жена и 2 дочки. Теперь же за мой мальчик нужен будет. В роддоме клиники медицинского университета сегодня родился и мальчик. Пока мама отдыхает, за ребенком ухаживают медсестры. Тоже прошли нормально, родился естественный родовой пути, родила мальчик 3 килограмм 400, 53 сантиметра на 8-9 килограмм. 8-9 это считается тоже отлично. Всего свои первые лучи весеннего солнца в этом роддоме встречают 20 малышей. Родились здоровые детишки, поэтому в приподнятом настроении и дамы-медики, которые праздничный день провели на посту. Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Для нас каждая из вас уникальна и неповторима. Мы восхищаемся вашей способностью совмещать труд с домашними делами и заботой о близких, отметил в своем обращении Раис Татарстана. Рустам Миниханов поздравил жительниц республики с Международным женским днем. Он поблагодарил матерей, жен, многодетные семьи, воспитывающие приемных детей, всех, кто посвятил себя столь благородному делу. Особое звучание этот праздник приобретает в год педагога и наставника, проводимый в России, и в год национальных культур и традиций в Татарстане. Рустам Миниханов подчеркнул, неизменно высоких слов благодарности заслуживают женщины-ветераны Великой Отечественной войны, а также матери, жены, солдаты и офицеров, которые сегодня защищают Россию в ходе специальной военной операции. Женщины вносят огромный вклад в развитие родного Татарстана, подытожил Раис республики и пожелал счастья, оптимизма, любви и понимания. С 8 марта Раис республики поздравил и в социальных сетях. Он разместил ролик, у героинь которого разные профессии и разное призвание. Но все они олицетворяют любовь, красоту, мудрость и миролюбие. В этот день солнечный, важный, теплых нам слов бы собрать. Милая дочка, подружка, бабушка, внученька, мать. Тысячи главных нам женщин празднуют теплой весной праздник любимых навечно дам красоты неземной. Иң кадерле меңләгән хатын-кыз бәйрәме җылы яз көнендә. Мәхәббәт белән тулы күңелле гүзәлкәй битараф калдырмый кемне дә.
Их уже называют татарстанским Иваново, а они считают, что это подарок Всевышнего. Тукаевский район по результатам всероссийской переписи стал единственным в республике, где мужчин больше, чем женщин. И в основном холостых. Так что наш следующий репортаж для тех, кто мечтает стать невестой. Здравствуйте, ребята. Здесь почти не услышишь девичьих разговоров и не увидишь заколок на партах, зато на полках стоят кубки за победы на соревнованиях, а на переменах все чаще звучат голоса юношей. Сегодня праздник, и мы с вами поздравим наших девушек. Сделаем им красивые открытки. В школе села Нижние Суыксы мальчиков больше, чем девочек. 189 учеников, 167 учениц. Ребята привыкли и для дорогих одноклассниц готовы на все. И поделки смастерить, и песню разучить. Когда нас больше, нам намного легче их порадовать, потому что мы помогаем друг другу и всегда поддерживаем. Эта ситуация, если пока не аномальная, то уж точно уникальная. Тукаевский район единственный в республике, где мужчин больше, чем женщин, а мальчиков больше, чем девочек. И в этом можно убедиться, зайдя практически в каждый дом. В семье Шакировых 3 детей, все мальчики. Ильнур и Насима признаются, никогда не загадывали пол будущего ребенка, но рады, что все сложилось именно так. У каждого есть свой характер, свои предпочтения, свои интересы. Мальчики прямолинейные, они что сказали, то и сделали, у них ничего нету за пазухой. Вот, наверное, больше это даже мне нравится в мужчинах. По словам мамы, ее мужчины – это ее опора. Когда надо, и снег во дворе почистят, когда нужно, и полы протрут. Папа научил делать все. И не чураются там женской работы, получается, и убираются, и моют посуду, всячески помогают, и я думаю, она очень довольна от этого. По результатам переписи 2021 года в Тукаевском районе мужчин больше на 268 человек. В отделе ЗАГС проанализировали результаты недавней переписи и пришли к следующему выводу. Холостые, а их здесь довольно много, как правило, остаются жить на малой родине. А вот женатые предпочитают видеть семейное гнездышко в городских условиях. В основном уезжают в Набережные Челны. В деревнях у нас, в которых мужчины остаются, к сожалению, много холостых. Еще. Вот. То есть это такое татарстанское Иваново, только наоборот получается. Да. В исполкоме причину видят в другом. Во-первых, мужчины живут дольше из-за доступности и высокого уровня оказания медицинских услуг. Во-вторых, в последние годы растет и рождаемость. У нас есть семья, где 9 детей, 7 из них мальчики, 5 детей, все мальчики. Очень много многодетных семей, где имеют 3 мальчиков, детей. Их у нас очень много. Но это, наверное, определено свыше. Господь Бог, Аллах вознаградил таким подарком. Мы этому только рады. Район тем временем продолжает оправдывать негласное звание родины женихов. С начала года ради своих вторых половин в Тукаевский район перебрались уже 13 невест. Правда, ни одной из города невест Иваново, но здесь пока и своих красавиц хватает. Рамиль Шайдуллин, Ленар Хузахметов, ТНВ, Тукаевский район. Средний чек на цветы к 8 марта вырос на 20%. Казань оказалась на 3-м месте после Москвы и Красноярска. Там букет стоит 5000, у нас 4,5. Почему похудел цветочный букет? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Сотни женщин Татарстана получают поздравления от любимых только онлайн. Их защитники сегодня находятся в зоне СВО. Что такое быть женой героя? Каково это провожать и ждать? И как не терять веры? Рамиль Галиуллин о тех, кто сегодня на передовой моральной поддержки. Давайте обсудим с вами дальнейшие наши действия по фотокниге. Вместе они собираются ради общей цели – помочь и поддержать любимых. Вот уже год жены героев живут в режиме ожидания – возвращения своих мужей. Мария – одна из них. Быть мамой, пока супруг в зоне СВО, говорит, нелегко. Помогли боевые подруги. Раньше там в одиночестве сидели и мыслили, а сейчас легче, намного легче стало, когда мы все объединились. У нас есть чат, да, где мы обсуждаем эту проблему, то есть и разговариваем обо всем.
Ждать и поддерживать они умеют, как никто другой. По понятным причинам мы не называем фамилии героинь. Дружной командой жены военных реализуют различные проекты. Собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети. В феврале присоединились к всероссийскому фотопроекту «Жены героев». За каждым снимком отдельная история вторых половинок, верящих в победу своих защитников. Как говорят сами девушки, они на передовой моральной поддержке. Не только для мужей, но и друг для друга. Некоторые люди, настолько близки стали, родные. Элементарно сходить в аптеку, отвезти ребенка в садик, либо там посидеть со старшим, пока там младший болеет. Всякие ситуации, разные ситуации были. Их объединение набирает обороты. В Татарстане к нему присоединились больше 70 жен участников СВО. Я ветеран военной службы, то есть я изнутри знаю, что происходит. Идейный вдохновитель движения Оксана, и сама военная, служит с мужем больше 20 лет. Говорит, своих любимых одинаково ждут и жены рядовых, и жены генералов. Знаете, каково стоит провожать снова их туда? В феврале мы не знали, куда они едут. А сегодня, когда они дома, побывшие там 2-3 недели, мы знаем, собирая их рюкзак, что им надо ехать туда. И мы обязаны, супруги, проводить их с улыбкой, как бы нам тяжело не было. Понимаете? Это важно, потому что вот этот вот взор, что мы оставляем мужчине, когда он уезжает, это очень важно. Нас он запоминает именно такой. Глядя на них, убеждаешься, за сильным мужчиной всегда стоит сильная женщина. А когда они собираются вместе, сила эта безгранична. Мы верим в победу настолько сильно, мы уверены в ней. Сегодня 8 марта, всем силы, здоровья нам всем. Все, кто ждут, дождаться. Рамиль Галиуллин, Ильгиз Шакуров, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Для своих учеников она и учитель, и друг, и наставник. За плечами Марины Варакиной 35 лет работы педагогом. Прошла стажировку в Сингапуре, работает с одаренными детьми и применяет на своих уроках цифровые технологии. Марина Варакина стала заслуженным учителем Татарстана. С получением звания и весенним праздником ее поздравили наши корреспонденты. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Учат в школе измерять давление, пульс, работают с приборами, определяют влажность и даже уровень освещения. А это ученики в игре без слов угадывают органы человека. Так увлекательно проходит, казалось бы, обычный урок биологии Марины Варакиной. Ровно 50 лет назад, когда я училась в 1 классе, я решила стать учителем. Марина Ивановна влюбилась в химию и биологию на уроках своего классного руководителя. И теперь сама 35 лет преподает эти предметы в Высокогорской школе. Выпустила уже 5 классов, работает в комиссии по проверке ЕГЭ. Входит в Совет наставников Татарстана. Прошла стажировку в Сингапуре. Ее кабинет стал центром проекта «Точка роста». И теперь ребята занимаются в цифровых лабораториях. Я всегда активна, мне нравится быть активной, мне нравится получать новые знания, мне нравится, что у учеников глаза светятся счастьем, когда им интересно на уроке. Сейчас Марина Варакина активно работает с одаренными детьми, занимается проектной деятельностью, проводит интерактивное обучение. Ее ученики ежегодно становятся победителями олимпиад, конкурсов, конференций. Стараюсь, чтобы они умели сравнивать, анализировать, чтобы они могли делать выводы. И самое главное в преподавании – это практическая направленность. Но Марина Ивановна с первых лет работы в школе всегда была очень ответственной, творческим педагогом, всегда стремилась узнать что-то новое, применить это в своей работе. Одной из первых она в районе применяет инновационные технологии. За воспитание молодого поколения и успехи в профессии Марина Варакина признана заслуженным учителем Татарстана. Высокую награду она получила на этой неделе из рук Рустама Миниханова. Дорогая наша любимая Марина Ивановна, поздравляю вас! С долгожданным званием и 8 марта любимого учителя поздравляют выпускники. Здесь те, кто окончил школу уже много лет назад, и те, кто совсем недавно. Марина Ивановна в жизни каждого сыграла важную роль. У Екатерины Рамаданской она преподавала химию, и ученица после школы пошла по ее стопам. Я считаю, что мне очень повезло, что в моей жизни, в моей профессиональной деятельности есть такой учитель и наставник, как Марина Ивановна. На все олимпиады она ездила всегда со мной. Всегда поддерживала, направляла. Если у меня были какие-то дополнительные вопросы,
Марина Ивановна, она никогда не жалела своего времени. Среди выпускников врачи, учителя, инженеры, научные работники, кандидаты наук. У Лейсан Фазрахманова и Ирины Савиной. Марина Ивановна была классным руководителем. Сегодня у нее учатся их дети. Она нас не только учила азам этих предметов, химии, биологии, да, но она нас учила доброте, она нас учила взаимопомощи. Она нас всегда поддерживала во всех наших начинаниях. Учила нас высказывать свои мнения. Мы не боялись быть непонятыми. Я за это ей очень благодарна. С детьми я молодею душой, мне с ними интересно и взаимно. С выпускниками мы друзья и одна семья, признается Марина Ивановна. Они и есть ее главная награда. Я постараюсь оправдать это высокое доверие, эту высокую награду и сколько смогу дальше работать на благо образования. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ «Высокая гора». Во все времена красоту женщины сравнивали с цветком. В ней и роскошь розы, и чистота лилии, и нежность яблоневого цвета. Сейчас с развитием современных технологий эти фантазии легко воплотить в реальность. Наши коллеги-мужчины воспользовались помощью нейросети и воплотили девушек ТНВ в образе цветов. Какой цветник работает в новостях Татарстана и как сами леди отреагировали на такой взгляд со стороны, смотрим. Я прекрасна. Я прекрасна. Спасибо, Дима. Фиолетовая роза, тем более, потрясающий цвет. Знаете, это немного неожиданно, потому что я никогда себя не ассоциировала с тюльпанами, тем более цветами. Я, конечно, в жизни больше люблю белые розы, ромашки. Нет, это не я. Ну круто, вообще круто. Ну, я так понимаю, что я здесь цветок яблони, да, и сразу же хочется напеть песню «Один раз в год сады цветут, один раз в год весну там любви ждут». Но хочу сказать, что моя весна любви-то она еще впереди. Я получилась цветком лилии, причем таких фиолетовых, таких голубых оттенков. Мне кажется, очень подходит к моим глазам, поэтому получилось очень красиво. Какая-то красная кувшинка или лотос. Мне кажется, мне очень подходит. Я люблю воду. И там еще сзади какие-то тропические пальмы. В принципе, это действительно я. Ну что, вы прям красавица. Ну, красавица, что? Очень необычно, ярко, эффектно, я бы сказала. Не уверена, что это я, но сирень мне нравится. Вау, очень красиво. Это цветок анютины глазки. Я, конечно, себя ассоциирую немножко с другим цветком, но анютины глазки символизируют спокойствие, созидание. Тюльпан такой же красивый и нежный цветок, как я сама. Очень красиво. Мы благодарим мужчин, которые сегодня окружили нас нежностью, заботой, удивляли сюрпризами и подарками. Вместе с вами этот праздник был ярче, солнечнее и душевнее. На этом наш выпуск завершен. О погоде на завтра расскажет Диана Асгар. Передаю ей слово, а я с вами прощаюсь. Всего доброго. Наши прекрасные, чуткие, милые, нежные женщины – источник внутренней силы, любви, гармонии и вдохновения. Пусть ваше настроение будет солнечным, поздравления теплыми и красивыми, а ощущение весны окрыляющим. Группа компании «Таиф» поздравляет вас с праздником весны! Только
только в марте. Geely Canavto объявляет дни рекордных выгод. На весь модельный ряд Geely честная выгода до 690 тысяч рублей. Сдайте свой автомобиль и уезжайте на новом Geely Canavto 230 30 30. Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на техприсоединение и следите за ее исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания с заботой о каждом, с энергией для всех. Экстрим-программа «На грани» в Казанском цирке с 23 февраля. Хочу современный жилой комплекс. Хочу парк рядом. Хочу жить красиво. Поэтому Акбарсдом. Дорогие женщины, разрешите от имени политической партии КПРФ поздравить вас с днем 8 марта, с праздником весны, пожелать вам здоровья, успехов, благополучия и много радости. С праздником вас! Мы просто даем все, что нужно. Только в марте премиальный автомобиль Exit с преимуществом до 1 миллиона рублей. Подробности в Exit-центре РРТ на Чуйкова 54Б. Звоните 207 2080. Exit. Born for more. Здравствуйте! Температура в Татарстане продолжает стремительно повышаться. И пока рано говорить о ранней весне, хоть и настал ее праздник, и природа готова радовать яркими красками. О погоде на четверг поговорим через несколько секунд. Компания «Данил Мастер» поздравляет милых дам с весенним праздником и дарит скидку 20% на заказ корпусной мебели. Торопитесь! Акция действует только до конца марта. Подробности по телефону 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугулиме, Бавлах, Азнакаево сохранится неустойчивый характер. Нас ожидает дождь, ночью до -4, днем 2 градуса тепла. В набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге ночью снег, местами сильный и 6 градусов ниже нуля. Днем нас также порадует теплая погода, +3 градуса. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше прогнозируется снежная погода. Температура ночью понизится до 6 градусов, днем теплее, до +3. В Арске, Кукмаре, Балтасе также снег. Отметка на термометрах ночью опустится до 8 градусов мороза, днем значительно теплее, +4. В Болгаре, Дрожжином, Буинске потеплеет. Местами пройдет мокрый снег. В ночные часы до 3 мороза, днем значение на термометрах составит 4 градуса тепла. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше также снежно. Ночью по прогнозу -7 градусов, днем до 4 градусов тепла. В пятницу нас ожидает очередной погодный сюрприз. Местами пройдут снегопады, а температура вновь понизится. В столице республики погода такая же неустойчивая, как и по всему Татарстану. Ожидается снег временами с дождем. Температура воздуха ночью -5 градусов. Днем повысится до 3 градусов выше нуля. Ожидается сильный ветер юго-западного направления, местами до 7 метров в секунду. Будьте предельно осторожны. Атмосферное давление ниже нормы – 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 87%. Магнитное поле Земли спокойное. Но неустойчивый характер погоды с порывистым ветром неблагоприятен для самочувствия. Вот он, праздник весны, море цветов и улыбок. Сердечно поздравляем вас с Международным женским днем 8 марта. Каждая женщина – яркое весеннее солнце, которое озаряет окружающих своей неповторимой красотой и согревает любовью, лаской и заботой. Доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким. С вами была Диана Асгар. С праздником!